Здравствуйте, на телеканале «Новый век». Программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем о повторном задержании предполагаемого заказчика убийства директора водоканала Григория Арутюнова. Никакой выгоды, ни моральной, ни материальной я просто не получал. Я не был ни собственником, ни выгодоприобретателем. Преступление произошло еще в 2004 году. Покажем, к чему привел поспешный маневр водителя Land Rover. Хотел повлиять на ход расследования уголовного дела, но сам стал подозреваемым. Многие обстоятельства, которые изложил следователь, они не особо на законе. В Казани за мошенничество задержали адвоката. Это и не только в ближайшие 10 минут. Задержали спустя 15 лет. Сегодня Советский районный суд Казани избрал меру пресечения предполагаемому заказчику убийства Григория Арутюнова. Его застрелили в 2004 году. Тогда мужчина занимал пост генерального директора Казанского муниципального предприятия «Водоканал». Под подозрением его бывший коллега, 47-летний Ирик Ганиев. Мужчину уже задерживали в 2005 году, но тогда же отпустили. Почему следствие вновь обратило на него внимание, узнал Нафиса Минязова. Преступление, которое меня обвиняют, если бы оно совершилось на тот момент, никаких преференций, никакой выгоды, ни моральной, ни материальной я просто не получал. Я не был ни собственником, ни выгодоприобретателем, я не был ни лидером, я никем не был. Я просто был директором, техническим директором, юридическим лицом. Вину в заказном убийстве Ирик Ганиев всячески отрицают. В показаниях отметил, мотивов пойти на такой шаг не было, однако следствие считает иначе. Причастность Ганиева к совершению данного преступления подтверждается показаниями свидетеля, обвиняемого, протоколом очной ставки между Ганиевым и обвиняемым Юлиным, а также иными материалами уголовного дела. На основании вышеизложенного ходатайства перед Советским районным судом города Казани об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ганиева Ирика Январовича сроком на 1 месяц 16 суток, то есть до 1 сентября 2019 года. Резонансное убийство директора водоканала произошло в 2004 году. Двое неизвестных в масках 2 раза выстрелили в Григория Арутюнова и тут же скрылись по крыше. Но незамеченными остаться не смогли. Их зафиксировали камеры видеонаблюдения. Исполнителей задержали, а вот насчет заказчика были сомнения. В 2005 году Ирика Ганиева уже задерживали по подозрению в заказном убийстве. Тогда его очень быстро отпустили и расследование уголовного дела прекратили. Спустя 14 лет, в июле этого года, Советский районный суд Казани признал прекращение дела незаконным. Спустя годы появились свидетели, на показаниях которых и задержали Ганиева. Сегодня следствие просило суд заключить мужчину под стражу. Сторона защиты была против. Я прошу удовлетворения ходатайства отказать и рассмотреть альтернативную меру пресечения в виде домашнего ареста, тем более возможности для этого имеется. Суд вынес вердикт. Ирик Ганиев пробудет под стражей до 1 сентября этого года. Нафиса Минязова, Игорь Романов, «Вызов 112». Убил друга, с которым жил вместе в шалаше. В Зеленодольске задержали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 56-летнего товарища. По версии следствия, оба мужчин собирали металлолом. Во время распития спиртного старший замахнулся на младшего ломом, после чего тот убежал. Но ненадолго. Как только друг уснул, обиженный мужчина вернулся и нанес ему ножевые удары. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Позже полицейские обнаружили подозреваемого спящим на дороге в 500 метрах от места убийства. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. С чем боролся, на то и напоролся. Сегодня в Советском районном суде Казани избрали меру пресечения Элику Абдрашитову. Адвокаты и эксперты Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, подозреваемый намеревался повлиять на ход расследования за 1,5 миллиона рублей. Обо всем по порядку в сюжете Салавата Мухаммадуллина. В зал суда Элик Абдрашитов прибыл в статусе подозреваемого и под конвоем. По версии следствия, все началось еще в мае этого года, когда предприниматель, обвиняемый в хищении имущества и доли капитала одного из предприятий, написал обращение о необоснованном уголовном преследовании. Адресовано оно было в Центр общественных процедур, адвокатом и экспертом которого был Абдрашитов. Тот, впрочем, имел свои интересы и обратился к противоположной стороне, руководству предприятия со своим предложением. При этом ему помогали неустановленные соучастники. Сообщил, что он может составить такое заключение, благодаря которому дело в отношении Мухиддинова может быть развалено. Кроме того, он сообщил, что за определенное вознаграждение он сделает так, что Мухиддинов может получить более длительный срок по тому делу, по которому привлекается уголовной ответственности.
Следствие считает, что ныне подозреваемый предложил второй стороне решить вопрос в их пользу за 1,5 миллиона рублей. Их он получил уже 16 июля в одном из ресторанов города. Там же его и содержали. Я вину признаю частично, потому что многие обстоятельства, которые вложил следователь, они не основаны на законе. В том числе о том, что какие-то у меня якобы были соучастники в организованной группе. Следствие попросило суд арестовать Элика Абдрашитова и отправить его под стражу на 2 месяца. Адвокат подозреваемого просил о более мягкой мере пресечения, предоставив суду благодарственные письма, похвальные грамоты и положительную характеристику подозреваемого. Более того, считаем, что так как он бывший сотрудник МВД, находиться в местах лишения свободы для него будет особо тяжким наказанием дополнительным, схожим с пыткой. Поэтому просим суд в данной мере пресечения отказать и избрать иную, более лояльную меру пресечения. Суд встал на сторону следствия и оставил подозреваемого под стражей как минимум до 16 августа. Салават Мухаммадуллин, Нафиса Минязева, Игорь Романов, Вызов 112. В Казани скончался водитель «Лады», у которого оторвало ногу после аварии на проспекте Амирхана. Напомним, 2 дня назад 47-летний мужчина остановился на краю проезжей части из-за технической неисправности своего автомобиля. Вскоре после того, как он подошел к багажнику, его сбил Рено Дастер. Мужчину госпитализировали. Медикам даже удалось спасти ему ногу, однако пострадавший долгое время находился в крайне тяжелом состоянии, в реанимации, и скончался спустя сутки после наезда. 25-летний мотоциклист скончался после столкновения с «Ладой» 12-й модели в Набережных Челнах. По предварительной версии, 49-летний водитель отечественного автомобиля при развороте на проспекте Хасана Туфана не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом. Байкер от полученных травм погиб на месте. «Лада Веста» въехала в столб после столкновения с автовозом на улице Ибрагимова. Момент происшествия запечатлела камера видеонаблюдения. Как видно на кадрах, оба автомобиля двигались в сторону центра. Грузовик в правом ряду, а «Лада» по автобусной полосе. В какой-то момент многотонник начал поворачивать направо, что стало полной неожиданностью для водителя легковушки. Отечественный транспорт вылетел с дороги, снес стенд и повис на его основании. Автомобилист от госпитализации отказался. Поспешный маневр стал причиной аварии на пересечении улиц Ленинградской и Максимова. Этой ночью там столкнулись Land Rover и «Лада» 12-й модели. Последний в результате удара потерял возможность двигаться своим ходом. О причинах и последствиях расскажет Алия Хайрудинова. 12 оттуда ехала, а другая машина ехала оттуда. По версии очевидцев, обе машины ехали по улице Ленинградской навстречу друг другу. На пересечении с улицей Максимова водитель Land Rover стал поворачивать налево. Вероятно, водитель рассчитывал успеть закончить маневр без последствий, но не закончил. Автомобиль столкнулся с «Ладой», которая двигалась в прямом направлении. В больницу ехал. Все-таки госпитализировали? А что случилось-то? Мы не знаем. Несмотря на довольно сильный удар, никто из участников ДТП не получил серьезных травм. А вот «Ладе» не повезло. Если иномарка практически не пострадала, то у отечественного транспорта была разбита передняя часть. Автомобиль покинул место аварии лишь с помощью эвакуатора. С высокой вероятностью ответственность за произошедшее понесет водитель иномарки. Алия Хайрудинова, Ленар Гинатуллин, Наиль Абдуллин, Вызов 112. 20-летний парень утонул в озере Чебокса. Молодой человек купался в необорудованном для этого месте. Спасателям потребовалось 3 часа, чтобы обнаружить в 70 метрах от берега на дне тело погибшего. Еще один трагический случай произошел в Арском районе, в селе Новый Кинер. Очевидцы заметили, как 52-летний мужчина ушел под воду во время купания в местном водоеме. Спасти его не удалось. Тело погибшего обнаружили на дне в 25 метрах от берега. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.